несмотря на все, что сейчас происходит в мире, масс-рестлинг людей объединяет, и спортсмены приехали, и замечательно, что некоторые федерации приехали не просто, они приехали со своими президентами. Вот президент Федерации Бразилии, президент Федерации Индии. Я здесь видел спортсменов из таких экзотических стран, как, например, приехали спортсмены из Республики Того. География масс-рестлинга расширяется с каждым годом. Уже в 52 государствах мира существуют свои федерации. Проводятся национальные чемпионаты, а спортсмены представляют свои страны на международных площадках. Чем же их так привлекает наш национальный вид спорта? Мы пропагандируем масс-рестлинг в Бенине уже 6 лет. И на данный момент практически по всей нашей стране люди занимаются масс-рестлингом. Я считаю, что самый большой плюс масс-рестлинга в том, что он, как и любой другой вид спорта, объединяет всю страну вместе, вне зависимости от религии, пола и уровня образования. Мы работаем как с детьми, так и с подростками. Также продвигаем этот вид спорта и в вооруженных силах. Секции по масс-рестлингу есть практически во всех штатах Бразилии. А сейчас хотим приобщить к этому виду спорта и коренные народы Бразилии. Это очень ново. Ничего подобного ни в Бразилии, ни на всем континенте у нас нет. У нас очень любят спорт и национальные виды, и, конечно же, футбол и бразильское джиу-джитсу. Но масс-рестлинг ни на что не похож. Поэтому я решил, что бразильцев он заинтересует. Так и случилось. У нас в Индии масс-рестлингом занимаются в 11 штатах и 18 регионах. Я считаю, что популярность масс-рестлинга в его простоте. Людям понятны правила, понятно, кто кого победил. Но в то же время это очень зрелищный вид спорта. В нашей стране нет ничего подобного. Масс-рестлинг – уникальный вид спорта, поэтому он интересен и нам, и во всем мире. Можно ли говорить о какой-то изоляции России от мира, когда участие в международном конгрессе приняли делегаты 52 стран, а в соревнованиях участвовали атлеты из более чем 40 государств? Чемпионат мира лишний раз доказывает, что спорт – это мощнейший объединяющий инструмент. Народный олимпийский комитет не всегда соблюдает заветы Пьера де Кубертена, когда он говорил, что спорт – это вне политики. Поэтому мы, проводя по решению главы республики данный чемпионат, хотим показать всему миру, что мы открыты, мы стремимся к добрососедству, что мы соответствуем и уважаем Олимпийскую хартию. Обратимся к истории. В конце 90-х, в начале 2000-х масс-рестлинг развивался в Якутии. Проводились чемпионаты, турниры республиканские, районные, городские. Одной из главных звезд того времени был Николай Колотко, многократный победитель различных турниров. Мог ли тогда атлет Колотко представить, что в 10-х и 20-х годах масс-рестлинг выйдет на мировой уровень? Могли. Я почему это говорю с уверенностью? Потому что это всегда у нас в голове крутилось. Мы мечтали об этом, да, для того, чтобы... Но мы не мечтали для начала, чтобы это будет там, например, мировой уровень. Мы сначала мечтали о российском уровне, потому что масс-рестлинга, кроме как в Республике Саха, нигде не было. Поэтому в 2005 году было организовано первый чемпионат страны, организована Всероссийская федерация масс-рестлинга. И вот с 2005 до 2014 года, до проведения первого чемпионата мира, да, еще прошло почти 10 лет, 9 лет с половиной прошло. И, конечно, после того, как мы организовали чемпионат страны, начал в России вид спорта развиваться, мы уже начали мечтать о международном, вывести на международный уровень. Следующий шаг в развитии масс-рестлинга – включение его в олимпийскую семью. По поручению президента России к 2036 году масс-рестлинг должен войти в программу Олимпийских игр. Сейчас в этом направлении ведется серьезная работа. Создана Академия масс-рестлинга, где разрабатывается дорожная карта по включению масс-рестлинга в Олимпийские игры. Представителям федерации будут преподаваться спортивный менеджмент, маркетинг и спортивное право. Развитие масс-рестлинга немыслимо без основополагающей роли права, и главой республики и на уровне руководства государства поставлена задача выведения масс-рестлинга в олимпийскую программу, чтобы саму программу украсить в столь турбулентное международное спортивное время и также развить сам масс-рестлинг. Эта процедура с юридической точки зрения предусматривает два шага. Первый – это признание Международной федерации масс-рестлинга Международным олимпийским комитетом, а вторая – это уже после приведения в соответствии всем критериям международного
Международного олимпийского комитета вида спорта. Он включается в олимпийскую программу, в олимпийскую семью через 7 лет после заседания соответствующей сессии МОК. Поэтому мы планируем к 2036 году этот росток мира, этот вид спорта, который Якутия подарила не только России, но и всему миру, войдет в олимпийскую программу с целью сделать Олимпийские игры более привлекательные, более демократичные и более соответствующим всем тем принципам, которые прописаны в Олимпийской хартии, которую мы признаем, мы ее соблюдаем, мы ее уважаем и будем это делать дальше. И путем масс-рестлинга вот этот вектор, направленный на развитие дружбы и сотрудничества между народами в столь турбулентное и непростое геополитическое время. Также развитие любого вида спорта невозможно без научной составляющей. В спортивных вузах уже открываются кафедры масс-рестлинга, разрабатываются новые тренажеры и устройства, позволяющие подходить к тренировкам на более высоком, качественном уровне. Хочу вам вкратце рассказать, что это устройство называется оценка тяги масс-рестлера, которая позволяет определить усилия максимальные во время соревнований или тренировок тяговые, а также реакцию упора. Ножками упираешься, и можно увидеть, какая реакция вот под левой, под правой ногой, а потом он может ходить, вы знаете, масс-рестлеры любят бегать по доске упора. Можно определить, как быстро он перемещается с одной части доски в другую часть доски, и какие усилия на правую, на левую ногу проявляются. Ну, это заключается в том, что это цельная палка. Здесь два датчика, простые китайские, за наши усилия, собственные деньги купленные. Но они позволяют нам отобразить величину силы тяги в левой и в правой руке. Также в доске упора, посмотрите, пожалуйста. Здесь тоже есть два датчика, которые под левую и под правую ногу. То есть мы можем осуществлять анализ асимметрии движения. Знаете, да, вот есть сильная сторона, слабая сторона. Специальную выносливость, сейчас мы на диаграмме посмотрим. То есть мы пытаемся это перевести в цифру, чтобы более наглядно можно было тренеру и спортсмену себя видеть. Кстати, еще одним показателем развития масс-рестлинга можно считать растущий уровень спортсменов из иностранных государств. Если на первых чемпионатах золотые медали безоговорочно доставались спортсменам из России, то теперь и представители других государств буквально наступают нам на пятки. Ну, если учесть, что приехали не все самые топовые спортсмены, но все равно какое-то количество их было, и те же самые сборная Киргизии очень сильно выросли и в технической части, и в силовой, что видно по результатам. Они отобрали уже 2 золота у наших спортсменов. Вчера у одного и сегодня у великой спортсменки Натальи Черноградской. Поэтому они уже очень наступают нам на пятки, создают серьезную конкуренцию. Не раз отмечалось, что один из главных плюсов масс-рестлинга – это его простота. И в то же время вид спорта этот очень зрелищный и дарит потрясающие эмоции зрителям, но в первую очередь самим спортсменам. Ну, на самом деле каждого соперника я уважаю и не недооцениваю, не переоцениваю. То есть смотрю адекватно на всю ситуацию и делаю все возможное, что от меня зависит. Я соскучилась по этим эмоциям, по драйву, в жизни не хватало этого экстрима, то есть я решила вернуться, но уже дебютировала в новой категории 75 килограмм и не жалею. Даже бронзовая медаль, особенно если она первая в твоей карьере, мотивирует и вызывает бурю эмоций. Сейчас я уже очень хорошо себя чувствую, потому что вот я выиграл. Это то, что мы хотели. Очень интересно, такой чемпионат, это у меня первый раз. Вот. Я хочу, чтобы вот на следующем году буду еще вот участвовать и выиграть, но будет на первом месте. За время развития масс-рестлинга на мировой арене появились уже настоящие звезды, легенды этого вида спорта. И одной из главных является вяземский богатырь Виктор Калибабчук. Да, на самом деле соскучились, потому что мы этого чемпионата мира уже ждали давно. Все-таки он должен был состояться в 2020 году, но из-за коронавирусных ограничений это не состоялся. Поэтому сейчас мы уже все воодушевлены, так скажем, предыдущим чемпионатом и, естественно, победой, которая, безусловно, как говорится, ждет своих героев, как говорится, но, как сказать, не то, что ты не уверен до конца в себе, к примеру, ты уже счастлив только тогда, когда ты уже держишь в руках золотую медаль и можешь в каком-то плане гордиться этим. Чемпионат мира завершился. Сборная России завоевала на нем 11 золотых медалей и стала первой в общекомандном зачете.
Звание абсолютного чемпиона завоевал Виктор Калибабчук, а среди женщин абсолютной чемпионкой стала Татьяна Баешева. Соревнования закончены, помосты разобраны, и весь мир уже начал готовиться к 5-му юбилейному чемпионату мира по масс-рестлингу.